Феврония Малгина родилась в 1888 году в селе Усть-Татта Таттинского улуса. Всего Феврония Николаевна родила 20 детей. К сожалению, из них выжили лишь 7, 2 дочери и 5 сыновей, которые погибнут, исполняя свой священный долг перед Родиной. Старший сын на фронтах Советско-финской, а остальные 4 сыновей на полях Второй мировой. До конца своих дней Феврония Малгина надеялась на то, что хоть один из ее сыновей остался в живых. На долю женщины выпали тяжелые испытания. Первой потерей стала трагическая смерть мужа, охотника Малгина Егора Петровича. Затем грянула Великая Отечественная война. Одного за другим наша героиня проводила на фронт 5 сыновей и 2 зятьев. Старший сын Алексей родился в 1915 году. С детства страстно влюбленный в просторы тайги, в охоту, он связал свою жизнь с пушным промыслом. Погиб в декабре 1941 года от вражеской пули. Второй сын тоже Алексей. Окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую школу, заведовал Усть-Таттинским медпунктом, потом районным отделом здравоохранения. В 1938 году он уехал учиться в Томский медицинский институт. Началась война с белофинами. Алексей ушел добровольцем на фронт. Участвовал как военный врач и в самый последний день войны, спасая жизнь раненому бойцу, был тяжело ранен и от ран умер в Томском госпитале 1940 года. Спиридон Егорович Малгин призван в армию в 1941 году. Защищал колыбель революции Ленинграда. Погиб при прорыве блокады. До войны окончил сельскохозяйственный техникум, но хотел стать военным. В 1940 году в Чите учился на военных курсах, получил звание лейтенанта. В 1944 году умер от ранения, не доезжая до госпиталя, похоронен в Ленинграде. Петр Егорович Малгин окончил 4 класса Боягинской школы, хороший охотник. Призван в армию с братом Алексеем I в 1941 году. Служил в кавалерии, погиб в 1942 году. Место захоронения не установлено. Младший сын Василий родился в 1919 году. Учился в Боягинской школе. Был ударником учебы, талантливым организатором всех школьных мероприятий. Работал секретарем первичной комсомольской организации. В 1942 году окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. Призван в армию в 1942 году. В ноябре того же года пропал без вести. Место захоронения неизвестно. Началась война. Ушли на фронт все сыновья и зятья. В большой семье Малгиных остались одни женщины да малые дети. Потянулись тяжелые дни, ожидание весточки с фронта. Шли годы, и все чаще приходили в села письма, в которых говорилось «погиб, пал смертью храбрых, не вернулся из боя солдат». Шли похоронки. В апреле 1940 года пришло извещение о том, что умер в Томском госпитале сын Алексей II. А в декабре 1941 года пришло извещение о том, что ее старший сын Алексей пропал без вести. Следующим ударом стало известие о пропаже без вести в декабре 1941 года сына Петра. Младший сын Василий также пропал без вести в ноябре 1942 года. Спиридон умер в госпитале блокадного Ленинграда в 1943 году. 2 зятя, вернувшиеся с войны инвалидами, также недолго прожили.
Говорят, время залечивает раны. Может, это и так, но только не раны матери, потерявшей ребенка. Хотя и раньше хоронила на своих малолетних детей, то было совсем другое. Ведь хоронила своими руками в своей земле, а то, что сына убили в чужой стороне, и тело его покоится не в земле предков, углубляло горе и страдания матери. 5 сыновей отдала родине Феврония Николаевна, 5 жизней своих отдала. Каждый сражался, думая только о защите своей родины. Давно отгремели залпы войны, но никакой бег времени не может стереть с памяти горе матери. И в возрасте 82 лет Феврония Николаевна совершила путь из Якутии до Ленинграда. Она посетила места, где сражались воины-якутяне, и возложила венки к памятнику воинам-якутянам, павшим смертью храбрых в боях с фашизмом. Преклоняясь перед ней, мы склоняем наши головы перед матерями, чьи сердца, слезы, любовь, горе помогли нам завоевать свободу и счастье нынешних и грядущих поколений. Пример матери Февронии Николаевны Малгиной достоин памяти людей. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей